То, что мы, допустим, здесь делаем в зале, то, что мы потом хотим преподнести зрителю, это все идет из глубокой древности, что ли. И это вот время шло, период войны, смерти там, постепенно опять оживает все, опять происходит, жизнь, дальше. И вот до сегодняшнего дня те люди, которые именно занимаются этим делом здесь находятся, это, я бы сказал, где-то и кровь у них, и зов предков, может быть, что-то такое. Те люди, которые здесь, это не только работа, там, сел, встал, устал, там, физически и так далее, а вот вышел он, танцует какой-то там танец, можно сказать, древних, этих, вот убывский этот танец, все. Какое-то чувство жизни, чувство ритма. Все живет, полыхает и общается. Растет псоуна. Хуже жажд, думаем, что это псоуна, ураши, вот это все живет. Это как естественный процесс природы. Там дерево как выросло, ветки, допустим, листочки упали, сгнили, опять же ушли в землю, в корень и обратно опять процесс. Это дерево. Посуда медная, это же... Пламя, которое горит у мужчины в сердце, и холодный ручеек такой, который так нежно тушит это пламя, которое находится в душе у девушки. Вся основа с джогу идет. Джог начинается кафой, продолжается исламеем или какими-нибудь для гостей танцами и заканчивается, естественно, уджем. Удж. А удж, он бывает разный. Это таш-удж, нахуш-удж, шаш-удж, удж-хуэ. И вот во всем этом логически присутствует все нутро, все общение молчаливое, общение взглядом, общение движениями, общение, я не знаю, душами, можно сказать, на виду у всех людей. Общение двух молодых людей, которые любят друг друга. Это и в кафе, это и в исламее. И, естественно, только в удже разрешается брать ее за руку. Естественно, только в удже. И тогда ты можешь с ней общаться. А в остальных других случаях ты должен ее на расстоянии видеть. И какой-то порыв, который вот у тебя в сердце родился у мужчины в сердце, порыв, который тебя тянет к ней, тут же остывает. Или она дает понять, что надо остыть во времени.
кубышский танец. Там не столько он сложный, сколько надо дух, передать дух именно того народа и того поколения, которого уже нет. Нет. Практически его нет. Нет языка, нет народа. Идеальная фигура в природе – это шар. Вот этот шар, он весь переплетен, как мир, как говорится, со своими сложностями. И вот если его надсечь и раскрыть, то получается вот эта вот душа. Танец – это вообще моя жизнь. Моя жизнь, моя земля, моя работа, мой очаг,
Наш парк осенью, это в конце сентября, после дождя, немножко пасмурная погода, и вот эти листья, псыфу. А здесь это все родное. Там оно тоже красивое, но оно не родное.